Сегодня особый день, День собора удмуртских святых. В Михаило-Архангельском кафедральном соборе прошли торжества по этому случаю. Богослужение возглавил наш владыка митрополит Викторин в сослужении епископов нашей митрополии и гостей епархии. Особое торжество, особый день, когда мы чтим память наших святых, земли удмуртской просиявших. Как правило, все эти святые мученически пострадали. Мы сегодня празднуем святых земли удмуртской просиявших. Их не так много. Нет у нас ни князей, ни преподобных. У нас 12 новомучеников. Новомучеников, пострадавших в начале 20 века во времена гонения на русскую православную церковь. Человеку в духовной жизни, чтобы она была благополучной, и такой, может, даже скажу, легкой, необходимо, чтобы кто-то эту дорожку до него прошел. Если есть уже люди святые в этом месте, то ощущение такое, что ты идешь уже по такому хорошо протоптанному пути, или, может быть, даже так, мчишься по хайвею. Вот. В Удмуртии так исторически сложилось, не было традиции святости, здесь нет преподобных, нет святителей, но вот постепенно, значит, сложился собор удмуртских святых. Празднование собора святых удмуртской земли в нашей республике, Ижевской удмуртской епархии, я думаю, что это естественный исторический итог той серьезной, духовно-нравственной, пасторской, богослужебной деятельности, которую осуществили эти 12 мучеников, эти 12 святых. Сегодняшнее евангельское повествование заканчивается такими словами: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Вопрос один возникает: а где искать это Царствие Божие? Это ведь не город, это не село, это не страна какая-то. Где оно, Царствие Небесное, Царствие Божие? А вот я всегда обращаю ваши взоры на страшный суд. Вот там люди, которые унаследовали Царствие Небесное. За что? За то, что напоили, жаждущего накормили, алчущего посетили в больнице, посетили в темнице. Вот за это унаследовали Царствие Божие. Ищите Царствие Небесное не только для себя, но и для детей своих. Когда мы будем сидеть на диване, оно не придет. Оно не придет и не сядет рядом с вами на диван и скажет: вот я, Царствие Небесное. Нет, надо искать, поэтому в Евангелии слова начинаются: ищите, и все остальное приложится вам. А в нашей епархии есть прекрасные святые, уже горячо любимыми в нашей республике. Это священномученик Николай и мученица Варвара Чернышевы, отец и дочь, пострадавшие в 19 году в городе Воткинске. Они были расстреляны жестоко, причем дочь Варвара обняла своего отца, священнопротоиерея, и их не могли расцепить, поэтому и так вместе расстреляли. И долгое время, до апреля, расстреляны они были 2 января, и вплоть до апреля их нетленные останки лежали на земле. И вот потом уже с приходом обратно белогвардейцев они с почестью были захоронены. Приехать в Воткинск и встать на том месте, где расстреляли совсем молодую Варвару, и встать с детьми и рассказать: вот посмотри, вот здесь стоял батюшка, и в одном платьишке стояла Варвара 2 января в мороз. И их здесь, на этом месте, расстреляли. Я думаю, что у ребенка это останется на всю жизнь. В молитве мы слышали слова, что кровь мучеников — это сила церкви. И другие слова, что это наши старшие братья. Да, это так. И когда в чем суть вот этого подвига, как это могло случиться, то на примере своего святого, в честь которого я получил
саратовское имя священноисповедника Виктора Главского, я понимаю, что, во-первых, он как отцу помогал в храме. Он учился и выпустился из Саратовской духовной академии в числе лучших учеников. Понятно, что если нет любви к Богу, то получить хорошие, отличные оценки, наверное, это сложно. Он в числе лучших закончил Казанскую духовную академию. И на всем пути отличался владыка своей бескомпромиссностью. Он в возмущении писал: как же так? А где же Христос? Как мы забыли, что спасает Христос? И вот батюшка об этом правильно говорит. Да, помочь ближним необходимо, но забывать Бога нельзя. И, конечно, личная святость. Вот если бы не было залога повседневной личной святости, не совершился бы вот этот мученический подвиг, который понесли эти святые наши. Часть святых удмуртских, они почитаются и на Вятской земле. Когда-то это была одна губерния, одна была огромная епархия, и все они родились в Вятской губернии. Священнослужители несли свое служение в Вятской епархии, и в Вятской епархии помнится и почитается святитель Виктор, епископ Лазовский, который, как уже владыка Виктор отметил, очень бескомпромиссно боролся против обновленческого раскола и стяжал себе небесный венец. Многие служили здесь, на Удмуртской земле, многие здесь рукополагались, проживали свой жизненный путь. Вот, допустим, святитель Амвросий, епископ Сарапульский, или, как еще говорят его, Свияжский, он служил у нас, возглавлял Сарапульскую кафедру, но пострадал мученически под градом Свияжском. Сейчас там отреставрирован прекрасный древний монастырь. Но по преданию, как было известно, что как раз рядом с этим монастырем его когда-то и расстреляли. И похоронили прямо в поле. И какое-то время люди, почитатели его жизни, почитатели этих мест, конечно, знали, где была эта могила, и хранили ее в тайне. Вот, но, к сожалению, до нас эта могила не дошла, и вот его святых мощей мы сейчас не имеем возможности обрести. Священномученик Николай и мученица Варвара Чернышевы были захоронены у старого храма Преображенского на этом Преображенском кладбище, и тоже никто до последнего не верил, что их останки действительно покоятся там, потому что были времена такие, когда большевистская власть, богоборческая власть, она всячески пыталась стереть с лица земли память о святых, память о их подвиге, о том, что они действительно страдали за Христа. И часто эти могилы выкапывали, эти могилы разоряли. Иногда, может быть, хотели найти в них какие-то ценности, но там были простые священнические облачения, там был простой священнический крест на теле усопшего тогда отца Николая, у дочери Варвары простое платье, простой бант. И к огромному нашему счастью и, конечно, огромной милостью Божию, когда уже после канонизации святых Николая и Варвары Боткинских, Чернышевых, задались вопросом, чтобы найти их святые мощи. Было получено благословение от святейшего патриарха, началась процедура эксгумации. Сначала заступили археологи, так как это исторический слой, Преображенский храм и все рядом это, конечно, памятные места, относящиеся к охранным объектам, поэтому заступили археологи, начали раскапывать аккуратно предполагаемое место, и действительно чудо. Находят большое захоронение, большой гроб, верхняя крышка почти истлела, и дальше перед глазами уже духовенства и тогда приехавшего на раскопки владыки Викторина, мы увидели, что в одном гробу с перегородкой лежат два тела. Одно тело в священническом облачении, и рядом
пока еще непонятное тело, но явно, что в женском платье. И, конечно, для нас это было уже 100% понятно, что это тела действительно недавно прославленных святых мучеников, новомучеников, священномученика Николая и его дочери Варвары, которых потом воткинцы с благоговением перезахоронили вот именно в это место, предали тела земле. И к огромному счастью и, опять же, милости Божией, большинство останков сохранились. Останки святых мощей священномученика Николая и Варвары – это уникальный образец сохранности мощей священномучеников. Многих мы до сих пор не можем найти и уже не найти. Допустим, тела, захороненные на Бутовском полигоне, они все вместе в таких братских могилах, и там нельзя понять, кто был священномучеником, кто был епископом в то время, кто был простым мирянином, все вместе и непонятно. А здесь явно были основания нам утверждать, что это вот действительно святой отец Николай и его дочь Варвара. Конечно, нужны были особые экспертизы, и мы их проводили в течение где-то полугода, брали останки, было сверено, что это действительно отец и дочь. Давность мощей была подтверждена, что им уже более 100 лет. И таким образом уже с благословения Святейшего Патриарха эти останки торжественно были положены в святые раки, которые сейчас находятся в воссозданном Благовещенском соборе города Воткинска, где и служил когда-то отец Николай, а его дочь при жизни ему всегда помогала. Когда владыка прикоснулся к этим мощам, он увидел, что в руке отца Николая, а по традиции в правой руке священник держит крест на престольный. Вот правая десница отца Николая, она была буквально нетленна. Потом уже, когда мы достали ее на воздухе, вот действие кислорода, может быть, под действием уже вот этой современной среды, она немного стала усыхать, но она все равно почти вся сохранилась нетленно. То есть вот эти части были мумифицированы. И десница отца Николая с благословения нашего владыки находится в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, в нашем большом мощевике, где каждый верующий в любое время дня может прийти и помолиться. Он был первым и организатором общества в трезвости в городе Воткинске и даже получил на организацию этого общества средства, пожертвованные святым праведным Иоанном Кронштадтским. И вот с его благословения действовало это общество, люди получали исцеление. И одним из важных, конечно, вот таких пунктов для канонизации отца Николая было то, что действительно на его могиле стали происходить чудеса. Чудеса исцелений от пьянства, наркомании. И это тоже вписано в летопись вот действительных чудес, совершенных по молитвам к этим святым угодникам. Мы живем в новейшую историю Русской Православной Церкви и в новейшую историю Ижевской Удмуртской епархии, естественно. И наше время насыщено интересными очень личностями, духовными лидерами. И наш владыка говорил о том, что этот собор будет расширяться, умножаться. И это естественно, это действительно так. Двумя, по крайней мере, по моему мнению, являются кандидатами протоиерей Захарий Летушевич, первый настоятель собора Александра Невского, и вторая кандидатура – это митрополит Николай Шкрумко, который был, можно сказать, в самом основании восстановления собора Александра Невского и возрождения Ижевской Удмуртской епархии. Осмысление всей той деятельности и протоиерея Захария, и митрополита Николая – это необходимо делать в какой-то определенной временной перспективе. Можно начинать это прямо делать сейчас, то есть в наше время. Есть достаточно много исторических хроник, свидетельств и живых людей, вот, по крайней мере, те, которые окружали митрополита Николая. В том числе, конечно, наш правящий архиерей, митрополит Викторин. По протоиерею Захарию Летушевичу, конечно, очень много исторических данных. Это удивительная, яркая личность. Евгений Федорович Шумилов называет его удмуртским Леонардо да Винчи. Разве это не есть основание для того, чтобы
исследовать историю его жизни, его деяний, его личности, для того, чтобы пополнить именем Захария Летушевича, митрополитом Николаем, вот этот собор святых Удмуртской земли. Третья личность, удивительный человек. Он вошел не только в историю Ижевской Удмуртской епархии, но и в историю Русской Православной Церкви. Не только нашей России, но и Православной Церкви за рубежом. Это наш схиархиепископ Иоанн Килин, до принятия схимы архиепископ Ювеналий. Он возглавил первую волну эмиграции из Удмуртии через Сибирь в Китай, потом в Америку. Потом впоследствии он вернулся сюда же, в Удмуртию. Своими мощами он находится здесь. Мощи его находятся под спудом, внутри собора Святой Троицы города Ижевска. Его путь весьма интересный, как духовного лидера, как архиепископа, как священнослужителя, как архипастыря. Это одна из таких потенциальных перспективных личностей включения в собор святых Удмуртской земли. А вот посмотрите, в какое время жили эти новомученики. Вот мы смотрим их на иконе, и бывает, плохо это осознаем. Вот на иконе все это очень красиво, все благолепно, все свято. А ведь они жили во время, когда отрекались от Христа сплошь и рядом. И священники уходили, и миряне уходили из церкви. Церкви просто опустили. И они, очевидно, имели такой опыт богообщения, что, несмотря на все гонения, они же прекрасно знали, что с ними будет, что их расстреляют только за Слово Христово. И они вот во время этого всеобщего отступления от Христа и от Церкви, они остались Христу верными и даже на смерти остались Ему верными. Они нас всех призывают, чтобы мы прежде всего искали Царство Божие и правду Его. Собор святых Удмуртской земли утверждает наши духовные ориентиры, наши духовные маяки, наше духовное основание для того, чтобы укреплять православную веру на территории Удмуртской республики. Вот эти три исторические личности — это для нас прямо живой пример то, какими мы должны быть. Их образ жития, какие-то черты, их определенной вот личности, веры, деятельности, умения находить взаимоотношения со светскими структурами, состояние веры, крепость веры. Этому всему необходимо учиться. Они как будто бы определяют то, какой должна быть жизнь и каковы должны быть духовные устремления тех людей, которые живут на этой удмуртской земле. Всем, кто так или иначе связан с Удмуртией, стоит очень внимательно вчитаться, вдуматься в подвиг этих людей и, наверное, приготовить свою душу к подвигу стояния за веру Христову. Не про мучение говорю, а про вот повседневность, потому что часто очень мы в повседневности изменяем Христу, потому что есть что-то более удобное. Бывает удобнее на оскорбление ответить оскорблением или как-то еще, тогда как христианин, конечно, должен действовать евангельски. Это бывает сложно. Для того, чтобы действовать евангельски, необходимо бывает себя просто мучению подвергать. И вот мне хочется пожелать всем нам, тем, кто имеет отношение к этой земле, быть готовым к исповедничеству во всякую секунду нашей жизни. Будем молиться нашим святым угодникам Божиим, святому собору святых земли Удмуртской просиявших, чтобы они даровали бы нам решимость всегда быть преданным Господу Иисусу Христу.